Дьявол. По ночам за зоной раздавался такой вой, что спать было невозможно. Так зубы потом стучали. Поговаривали, что там какая-то секретная лаборатория, что какого-то демона поймали. Ну, свистеть-то, демона поймали, придумаешь тоже. В камере 343 после каждого отбоя была традиция рассказывать страшные байки. Сегодня была очередь вновь поступившего. Новичок был молод, но робким не казался. Сразу усек, что к чему. «Продолжай, Серый», — раздался одобрительный голос пахана Михалыча. Все перебивальщики сразу замолчали. Серый — это по цвету волос новичка. Он вообще был такой, словно уже не один раз жизнь прожил. Сразу в камеру, как вошел к Михалычу, что-то перетерли, и тот сказал: «Не трогать». Не бывало такого? Ну да ладно. И не бегали с той зоны никто, боялись леса, который зону окружал. Даже по периметру и дыры были, никто не решался. А тут новеньких завезли, да сразу человек 5. Ну и дернули они в первый же день. А ночью такие крики дикие из леса. Долго. Утром одного нашли, глаза на выкате, трясется. Голова седая и кожа как бы опаленная. Ничего не говорит, мычит только. Его к нам в барак определили. Недели через 3 в себя пришел и рассказал, что с ними приключилось. Серый слез с нар. «Дальше-то что? Сейчас долью». «Не, хорош сиськи мять, а на самом интересно». «Так он сам, подишь, боится койку обмочить». Серый вернулся на место и продолжил. Все складывалось как нельзя лучше. Они сумели проникнуть в грузовик, который в город пошел. Да не совсем в город, чуть отъехал от зоны, свернул куда-то под землю, снова на свет выехал. Через тент не очень-то хорошо было видно, куда машина едет. Остановился. На всякий случай все повылазили и в кусты. Луна вышла. Все как ясным днем видно. Такая деревянная сарайка в гору встроенная. Туда 2 солдат женщину с ребенком под прицелом заталкивают. Ребенок плачет. Ну, заключенные тоже люди. Выскочили солдат, забабахали, смотрят. А женщина-то не совсем нормальная. Глаза огромные, волосы колышутся. И так улыбается странно. Посмотрела на них. И юрк в хижину. Ребенок, девочка за ней. Нам-то тоже интересно, что это за хренотень. Подходим к дверям. А там на свету ничего и холодом веет. Жутко. Наши солдатские ружья взяли, свернули факелы из шинели и туда. Да только факелы сразу погасли. Я-то на стреме остался. Вдруг там тоже солдаты. Чувствую, словно невидимое в душу что-то заползает. Потом во рту что-то мешать начало. Я выплюнул, а это палец наколка. Одного из тех, кто в хижину ушел. Меня и начало рвать, причем и кровью всякой. Очухался малость, рванул оттуда. В это время как завоет что-то, прямо холодная волна в спину. И страшно, очень страшно. А во рту продолжает что-то мешать. Плюю, это пальцы. Ну а потом очнулся у ворот. Серый замолчал, в камере повисла тишина. «Так что там в горе-то было?» – не выдержал кто-то молодой. «Дьявол там был. Это он все и придумал. Сам в руки ученым пришел, сам в горе поселился». «Зачем?» «Да потому что грешники вы все, и времени уже мало остается». «На что?» «На медленное наказание. Слишком уж грехи тяжелые. Вот ты за что сидишь?» «Да так, обокрал бабульку одну. А вторую убил. Не нашли же ее». «Ты откуда?» «Охрану зовите», – захрипел Михалыч, но было поздно. В камере стало ужасно холодно и темно. И только с койки Серого на всех смотрели, не мигая, 2 огня глаза.